Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке рассмотрим основные характеристики хозяйства и экономические особенности на примере стран субрегионов Латинской Америки. Выделим сходства и отличия территорий, продолжим расширять географические горизонты. Учитывая экономические особенности, промышленный и внутренний природный потенциал, Латинскую Америку делят на 4 субрегиона: Средняя Америка, Андские страны, страны бассейна реки Амазонки и страны бассейна Ла-Плата. Через всю Южную Америку на целых 9000 километров протянулись Анды, самая длинная горная система планеты. Государства, на территориях которых разместились ее хребты, называют андскими странами. К группе андских стран относятся Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили, и эти государства отличаются преимущественно горным рельефом. 4 государства – Колумбия, Эквадор, Перу и Чили – имеют выход к Тихому океану. 2 государства – Колумбия и Чили – к 2 океанам – Тихому и Атлантическому. Боливия имеет внутриконтинентальное положение. В этих странах значительную часть жителей составляет коренное население индейцы, государства, бывшие испанские колонии, унаследовавшие испанский язык в качестве государственного языка и исповедующие католичество. Андские страны выделяются крупными запасами природных ресурсов. Их климатические условия позволяют вести сельское хозяйство почти круглый год. Во влажных экваториальных лесах произрастают деревья какао, бананы, бамбук, коко, а также множество ценных пород деревьев, которые используются в промышленности. Страны, имеющие выход к океану, используют морские ресурсы. Так, Перу является мировым лидером по вылову рыбы. Эквадор специализируется на креветках. Горы Анды – крупный источник полезных ископаемых. В их недрах залегают драгоценные камни, металлы, различные минералы. В межгорных прогибах находятся нефть и природный газ. Имеются крупные месторождения медно-молибденовых руд и селитры. Медь добывают во всех странах субрегиона, расположенных в районе Тихоокеанского побережья. Колумбия известна своими изумрудами. В настоящее время государства Анд отличаются по уровню социально-экономического развития. С периода колонизации преобладало сельское хозяйство. Эра промышленного развития наступила лишь с обретением независимости в начале XIX века. Республика Колумбия – государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица – Богота. Название страны происходит от имени известного путешественника-мореплавателя Христофора Колумба, который открыл Америку для европейцев. Страна занимает 28-е место по количеству населения в мире и 3-е место по количеству испаноговорящего населения. Страна является одной из самых богатых в мире по количеству проживающих народов и используемых ими языков. Последние годы стремительными темпами развиваются машиностроительная, перерабатывающая, обувная, химическая и текстильная отрасли. Главные промышленные центры – Богота, Медельин и Кали. Предприятия пищевой промышленности в основном занимаются переработкой сахарного тростника, риса, овощей и фруктов. Большая часть продукции экспортируется. Как и во многих странах Латинской Америки, в Колумбии распространено уличное питание. Общей отличительной чертой всего колумбийского стритфуда является его высокая калорийность. Оказывается, что местным девушкам важно поддерживать свои формы в надлежащем объеме. Колумбия богата природными ресурсами. Она обладает запасами нефти, обширными запасами угля, газа. Большие объемы нефти и газа, которые являются потенциально добываемыми, остаются неисследованными. Также у Колумбии большой гидроэнергетический потенциал. 30% электроэнергии вырабатывается на ТЭС, остальные 70% на расположенных в Андах ГЭС. Становится все более популярным использование альтернативных источников энергии. 18% трудового населения занято в сельском хозяйстве. Самые плодородные почвы находятся на плато и в некоторых равнинных регионах. Колумбия – второй в мире производитель кофе. Для горных районов товарными культурами являются хлопок и табак. В низинах расположены плантации экспортных культур – бананов, сахарного тростника, а также декоративных цветковых растений. Для внутреннего рынка выращивают рис, кукурузу, картофель и сорго. В животноводстве преобладает разведение крупного рогатого скота, свиноводство и овцеводство. Хорошо приспособились к жизни в болотистой местности, распространенной в некоторых регионах Колумбии, буйволы.
В южных департаментах широко распространено выращивание коки, контролируемое колумбийскими наркокартелями. Для многих крестьян этих территорий данная отрасль стала профессией. Правительство Колумбии различными методами борется с плантаторами. Даже в рамках мирного соглашения фермерам предлагаются различные преференции в обмен на самостоятельную ликвидацию плантаций коки в фермерском хозяйстве. Огромные расстояния, болота, леса, горы и незначительная численность населения препятствуют развитию сухопутного транспорта. Протяженность автодорог составляет чуть более 100 тысяч километров. Это способствует развитию воздушных перевозок. Сейчас на территории страны насчитывается около 670 аэродромов. В общей сложности по стране насчитывается 4160 километров железных дорог и, включая пересекающую Колумбию шоссе международного значения, соединяющее Венесуэлу с Эквадором. Проблемы возникают из-за различной ширины железнодорожной колеи. В Колумбии функционируют 3 крупнейших международных порта, многочисленные круизные порты. Речная навигационная сеть имеет протяженность более 14 тысяч километров. Таким образом, экономика Колумбии занимает 4-е место в Латинской Америке, имеет преимущество в энергообеспечении, экономика ориентирована на экспорт. Но слабые стороны в виде наркоторговли, коррупции и политической нестабильности отпугивают инвесторов. Большим минусом являются и колебания мировых рыночных цен на экспортируемое кофе. Республика Перу – 3-я по площади после Бразилии и Аргентины страна Южной Америки. Это государство с древней историей и ярко выраженной национальной самобытностью. До начала XVI века она являлась центром древней империи инков со столицей в городе Куско. Бывшая столица древней империи инков расположена на высоте 3400 метров. В переводе с языка кечуа означает «пуп земли», «центр мира». Особенности природной территории в том, что ее делят на 3 региона, отличающихся характером рельефа, климатом, флорой и фауной. На западе, вдоль берега Тихого океана, протянулась узкая полоса пустынных береговых равнин. Уникальная особенность климата – высокая влажность, частые туманы и большое количество пасмурных дней в году, при том, что эта территория является пустыней. Восточнее расположен горный пояс Анд – Сьерра, с ярко выраженной высотной поясностью. В стране даже есть своя классификация природных регионов по высоте над уровнем моря, в которой выделено 8 природных регионов. На востоке расположена амазонская низменность, сельва, территория влажных тропических лесов. По территории Перу протекает река Амазонка и 2 образующие ее реки – Укаяли и Мараньон. Следует отметить, что амазонской экосистеме наносит значительный ущерб бесконтрольная вырубка лесов и развивающаяся нефтедобыча. В стране высокий уровень урбанизации – 78%. Самые крупные города страны находятся в регионе Коста. Восточные склоны Анд и прилегающие тропические леса мало населены. Главные города в Перу – Лима, Пьюра, Эрекипа. Перу – страна невысокого уровня экономического развития. Это аграрная страна с развитой горнодобывающей и развивающейся обрабатывающей промышленностью. Ведется добыча нефти и газа. На ее основе развивается химическая промышленность. В целом, основу хозяйства составляют горнорудная промышленность, сельское хозяйство и рыболовство. Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство. Главные продовольственные культуры – картофель, кукуруза, кофе, овощи и фрукты. Развито пастбищное животноводство. На естественных пастбищах разводят лам, альпак, викуний. Лама, несмотря на отсутствие горба, имеет некоторое сходство с верблюдом. Их используют в качестве вьючного животного. Распространено разведение птицы, мясомолочное животноводство. Важную роль в экономике страны играет вылов рыбы и морепродуктов. Созданы фермы по разведению креветок, лангустов, форели и моллюсков. Транспортная система наибольшее развитие получила на побережье Тихого океана и на юге страны. Основной вид транспорта – автомобильный, но доля дорог с твердым покрытием невелика. До сих пор в сельской местности поддерживаются и используются высокотехнологичные дороги, построенные еще инками. Единой железнодорожной сети в Перу нет. Несколько железнодорожных направлений представляют частные организации.
Не отличаются комфортабельностью туристические железнодорожные перевозки. В стране развит морской транспорт. Вдоль перуанского побережья не осуществляется пассажирских перевозок. В высокогорьях Анд есть круизы по озеру Титикака. Малые моторные суда, катамараны, судна с подводными крыльями доставляют пассажиров в порты и на острова к берегам Боливии. Авиационный транспорт продолжает активно развиваться. Обновляется парк транспортных самолетов. Военно-морская авиация Перу в составе военно-морских сил страны осуществляет программу обновления и ремонта флота летательных аппаратов ведомства. Пользуются необычайным интересом у туристов полеты на воздушных шарах. Динамично развивающимся сектором является и сфера услуг. Исторические центры привлекают туристов со всего мира. Особенно центр мирового туризма – древний город инков Мачу-Пикчу, который находится на высоте 2430 метров над уровнем моря. За счет экспорта развивается экономика страны. На сегодняшний день страна экспортирует природные ресурсы, рудные полезные ископаемые, сжиженный природный газ, занимается поставками рыбы и сельскохозяйственных продуктов. Основные покупатели – Китай, США, Швейцария, Южная Корея, Испания, Индия. Основные поставщики импортных товаров – Китай, США, Бразилия и Мексика. Государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами, Республика Чили. По данным аналитиков, в настоящее время Чили заняло первую позицию по интегральному показателю конкурентоспособности среди стран Латинской Америки, 27-е место в мировом рейтинге, входит в третью десятку стран в рейтинге платежеспособности. Чили имеет побережную линию 6435 километров в длину и имеет эксклюзивные права на прилегающее морское пространство, называемое Чилийским морем. История Чили начинается со времен заселения региона около 13 тысяч лет тому назад. В течение колониального периода на территорию Чили прибыло и осело от 100 до 150 тысяч европейцев, главным образом испанцев. В республике высокий уровень урбанизации. Городское население составляет около 88%. Согласно данным Всемирного банка, Чили относится к категории стран с высоким уровнем доходов. Чили имеет один из самых высоких доходов на душу населения в Латинской Америке, наряду с Уругваем. Главной отраслью промышленности страны является горнодобывающая. Чили – крупнейший в мире экспортер меди. Отрасль по ее переработке из железной руды занимает второе место в национальной экономике. Помимо металлопроката, топлива и полезных ископаемых, на экспорт поставляется продукция местных производственных предприятий, пиломатериалы, бытовая техника, промышленное оборудование. Среди других отраслей промышленности развиты пищевая и текстильная. Потребность предприятий в электроэнергии, стоимость которой в Чили высока, решается внедрением технологий использования альтернативных источников энергии. По государственному плану к 2025 году 20% всей энергии страны должно поступать из чистых источников. Территориально главные сельскохозяйственные районы республики расположены в центральной части и на севере. Сельское хозяйство, включая рыболовство и лесоводство, обеспечивает 7% ВВП. Развито животноводство. Агроклиматические условия позволяют возделывать сельскохозяйственные культуры круглогодично. Автомобильный транспорт в Чили по уровню развития инфраструктуры занимает первое место в Латинской Америке и одно из ведущих в мире. Осуществляются перевозки грузов и пассажиров как внутри страны, так и транзит. Также хорошо развиты общественный транспорт, метрополитен. Внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов осуществляет и авиационный транспорт. Главными международными воротами Чили является аэропорт Сантьяго. 12 крупных аэропортов имеют национальный статус. Морской транспорт обеспечивает около 80% объема грузоперевозок Чили. Наиболее крупными портами являются Сан-Антонио, Вальпараисо, на долю которых приходится около 20% всего грузопотока. В портовом хозяйстве занято более 20 тысяч человек. Чили – один из крупнейших экспортеров меди, фруктов, а также рыбы и изделий из древесины.
но до сих пор объемы импорта превышают экспорт. Главные торговые партнеры – Китай, США, Япония, Бразилия. Слабыми сторонами экономики Чили являются периодический спад цен на медь на мировом рынке, зависимость от внешних поставок нефти и зависимость от американских торговых партнеров. Но экономика продолжает свое развитие внедрением новых технологий и проектов. В 1830 году выделившийся из республики Великая Колумбия департамент Кито был провозглашен самостоятельным государством с названием Эквадор, что в переводе с испанского означает «экватор». В состав Эквадора входят острова Галапагос. Эквадор – страна небольшая, но совершенно уникальная. На ее крохотной территории уместилась часть грандиозной горной системы Анд со множеством спящих и действующих вулканов, многокилометровое побережье с великолепными пляжами и тихими деревушками. Амазония с диким тропическим лесом и экзотичными жителями, ну и, конечно, Галапагосские острова – одно из самых необычных туристических направлений в мире. Климатически и биологически Эквадор делится на 4 части – побережье, горную часть, джунгли Амазонии и Галапагосские острова. Наиболее плотно население страны заселило запад, побережье, и центр страны. Гуаякиль – это первый по величине город, который является крупным портом и торговым центром страны. Он расположен в плодородном сельскохозяйственном регионе. Уровень урбанизации в республике составляет 64,2%. Куэнка, третий по величине город, считается культурным центром страны, с большим количеством студентов и популярный среди американских и европейских туристов. Манта – морской порт с населением 250 тысяч жителей. Ведется реконструкция, которая позволит городу стать крупнейшим морским портом в регионе. Экономика Эквадора базируется на добыче и экспорте нефти, дающей более половины доходов от экспорта страны. Промышленность специализируется на добыче нефти, обработке сельхозпродукции, текстильном производстве, деревообработке. 45% электроэнергии вырабатывается на ТЭС, остальная часть на ГЭС, однако возможности гидроэнергетики Эквадора используются не полностью. Сельское хозяйство обеспечивает лишь 7% ВВП страны, но Эквадор является самым крупным в мире экспортером бананов. Как и в других странах Анд, развито животноводство и рыболовство. Большая часть равнин и гор, 44%, покрыта влажными экваториальными лесами, ресурсы которых используются населением. В последнее время увеличились объемы вырубки лиственных пород. 75% древесины используется в качестве топлива. Гористый ландшафт затрудняет развитие транспортной сети. Панамериканская магистраль, соединяющая прибрежные и некоторые внутренние города, проходит через столицу Кито. Главные железнодорожные сообщения связывают Гуаякиль с Куэнка и Кито. Гуаякиль и Пуэрто-Боливар – крупнейшие авиационные порты. 10 коммерческих авиалиний выполняют международные, а также внутренние воздушные перевозки из аэропорта Хосе Хоакина де Ольмедо. Сфера обслуживания обеспечивает 57% ВВП и рабочие места для 71% трудового населения. Экспорт в основном обеспечивают нефтяные компании, сельскохозяйственные и рыболовецкие отрасли. Основные покупатели – США, Вьетнам, Перу, Чили, Панама, Россия и Китай. Импортируют промышленные и потребительские товары, нефтепродукты. В 2000 году Эквадор поразил тяжелейший экономический кризис. Был объявлен дефолт по внешним долгам. Парламент одобрил ряд структурных реформ, в том числе введение доллара США в качестве государственной валюты Эквадора. Долларизация стабилизировала экономику, начался экономический рост. Но в 2006 году правительство резко повысило налоги на иностранные частные нефтяные компании. Это привело к экономической нестабильности. Частные инвестиции резко сократились, и показатели экономики в целом снизились. А теперь рассмотрим особенности субрегиона Латинской Америки, которые относят к странам бассейна реки Амазонки. Бразилия. Бразилия – самое большое по площади государство в Южной Америке. Естественную восточную границу материковой части страны образует побережье Атлантического океана. Бразилия имеет государственную границу со всеми странами материка, за исключением Эквадора и Чили.
Бразилии принадлежит ряд крупных и мелких островов в Атлантическом океане. Страна занимает центральную часть материка, а на западе ограничена грядой Анд. Территорию Бразилии пересекает линия экватора. Основную часть территории занимает Бразильское Нагорье. На востоке встречаются крутые склоны Плата-Шапада. К северу от Бразильского плоскогорья протянулась амазонская низменность, обширная аккумулятивная равнина, бассейн крупнейшей реки Амазонки. Севернее низменности располагается Гвианское плоскогорье. Вдоль Атлантического побережья тянется прибрежная равнина, которая со стороны океана окружена песчаными пляжами, лагунами и болотами. Бразилия занимает первое место по численности населения в Южной Америке и пятое в мире. Почти половина населения проживает в прибрежных районах, где сформировались крупные городские агломерации. Столица страны, Бразилия, относительно молодой город, третий по численности населения. Практически каждый крупный город в Бразилии окружен фавелами, бедными районами. Многие из них возникли еще в 70-е годы XX века и стали следствием резких темпов урбанизации в стране. Активное развитие экономики страны началось во второй половине XX века. В настоящее время Бразилия – промышленный лидер среди стран Латинской Америки. Отличительной особенностью страны является неравномерное размещение промышленных производств. Современная промышленность сконцентрирована на юге и юго-востоке страны. В центральных районах ее размещение носит очаговый характер. Бразилия находится на 10-м месте по потреблению электроэнергии. В стране действует одна атомная электростанция, более 130 гидроэлектростанций, на долю которых приходится 90% общей вырабатываемой электроэнергии. Особенность энергетического сектора – получение большой части энергии путем использования возобновляемых источников. Ветер – источник электроэнергии самый быстрорастущий. Бразилия входит в пятерку лидирующих стран в данном виде энергогенерации и продолжает наращивать мощности. Горнодобывающая промышленность находится под контролем государства. Лишь 15% принадлежат иностранным компаниям, 5% – местные частные фирмы. На мировом рынке доля бразильского минерального сырья составляет 1%. Здесь добывают более 40 видов полезных ископаемых, более 200 миллионов тонн железной руды в год, из которых 80% отправляют на экспорт. Ведущий горнодобывающий штат – Риу-Гранди-ду-Сул, разделен на 15 промышленных районов. Он обеспечивает 98% прибыли минерально-сырьевой отрасли экономики. В стране открыто около 130 месторождений нефти и 16 газовых месторождений. Потребность в нефти страна покрывает на 50%. Месторождения природного газа связаны с попутным газом нефтяных месторождений. В последнее время бразильская металлургия показывает стабильный рост и удерживает страну в десятке крупных игроков на рынке металлов. Благодаря собственному высококачественному сырью, дешевой рабочей силе и энергоресурсам, Бразилия активно развивает металлургическое производство и поставляет продукцию на рынки развитых стран. Машиностроение в Бразилии является значимой отраслью для экономики. Главную позицию в данном сегменте занимает автомобилестроение. Одной из особенностей бразильского автодрома является выпуск устаревших моделей в модернизированном виде. Также здесь выпускают автомобили, способные ездить на биоэтаноле. В Бразилии формируется крупный центр по судостроению. Судостроительные верфи занимаются строительством патрульных катеров, гражданских судов и яхт. К 2025 году запланировано передать в ВМС собственную ядерную подводную лодку, проектирование которой началось в 2012 году. Основной проблемой служит плохо развитая инфраструктура, не позволяющая кораблям с большим водоизмещением беспрепятственно передвигаться. Страна находится на 3-м месте по численности авиапарков и является лидером по производству гражданских самолетов. Выпускаются самолеты малой авиации и самолеты бизнес-класса для международных перевозок, а также военная и сельскохозяйственная авиатехника. При сравнении особенностей стран различных регионов Латинской Америки можно выделить географическое однообразие, зависимость от природных ресурсов, достаточно высокий уровень развития для занимающих промежуточное положение между развивающимися и экономически развитыми странами. И для всех стран Латинской Америки актуален девиз Бразилии – порядок и прогресс.
Сегодня на уроке удалось лишь заглянуть в страны огромного материка, которые привлекают не только особенностями развития, но и историей, культурой, традициями народов, удивительной природой. Но наш урок подошел к концу. Всего вам доброго!